Чувашские полицейские раскрыли дерзкое преступление в отношении жителя Чебоксар. Фигурантами уголовного дела стали приезжие из соседней республики. С подробностями моя коллега Инна Суркова. В 5 часу утра 23 декабря к сотрудникам патрульно-постовой службы обратился за помощью мужчина, который стал жертвой разбойного нападения. Потерпевший запомнил приметы нападавших и подробно описал их полицейским. В том, что неустановленные лица, находясь с торца дома 26 по Мечного Павлова, применяя насилие, неопасное для жизни и здоровья в отношении 30-летнего жителя Чебоксар, используя в качестве оружия палку либо трубу, нанесли один удар по голове и похитили сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему. Позже сотрудники полиции найдут в машине задержанных резиновую дубинку, которую злоумышленники, вероятно, и использовали против беззащитного человека. Здесь же был и похищенный телефон. Потерпевший, занимаясь частным извозом, в ту ночь ожидал очередного заказа. Мужчина сумел отбиться от нападавших и скрылся на своей машине. Мы отследили маршрут этой автомашины и установили номера. Автомашина зарегистрирована за жителем Марийской республики. С ним связались мы. Он нам пояснил, что данную автомашину продал другому жителю Марийской республики. К установлению местонахождения подозреваемых и их задержанию сразу же подключились оперативники управления уголовного розыска МВД. Через несколько часов 3 молодых людей, каждый из которых и ранее уже имел неприятности с законом, были доставлены в отдел полиции. Что совершили? Нападение на человека. При каких обстоятельствах? В смысле, при каких обстоятельствах? За что? Как напали? Отработали телефон. Забрали телефон к парам. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой». В отношении нигде не работающих молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.